Урок номер 50. Казахский соловей. Упражнение 1. Послушай. Самые лучшие певцы среди птиц – это соловьи. Они издают самые прекрасные и чистые звуки. Соловьи долго учатся петь. Лишь на 3-й год они становятся хорошими певцами. В тех местах, где много старых соловьев, люди слышат замечательные соловьиные песни. Әуенді жақсы сайрайтын құстардың бірі ол бұлбұл. Бұлбұлдың дауысы өте әдемі және керемет. Олар 3 жылдай жақсы айтуға үйренеді екен. Дауыстары әдемі керемет болғандықтан адамдар оларды тыңдайды. Народную артистку Бибигуль Тулегенову называют казахским соловьем. Ее красивым и чудесным голосом восхищается весь мир. ЮНЕСКО включила Бибигуль Тулегенову в число 20 выдающихся женщин 20-го столетия. Она говорит: «Для меня нет большей радости, чем петь для народа». Халық артисі Бибигуль Тулегенованы қазақтың бұлбұлы дейді. Оның әсем дауысын бүкіл әлемге әйгілі таныс. ЮНЕСКО Бибигуль Тулегенованы 20 ғасырдың атақты әйелдері деген 20 тізімнің ішіне енгізген. Бибигуль Тулегенованың ойы бойынша ол халық үшін қызмет етеді, одан артық бақыт жоқ. Что ты узнал о соловьях? Какой у них голос? Бұлбұлдар туралы не білдің? Олардың дауысы қандай? Я узнал, что соловьи самые лучшие певцы среди птиц. У них прекрасный чистый голос. Почему Бибигуль Тулегенову называют казахским соловьем? Какой у нее голос? Неге Бибигуль Тулегенованы қазақтың бұлбұлы дейді? Оның дауысы қандай? Бибигуль Тулегенову называют казахским соловьем за чудесный голос. У нее красивый и чудесный голос. Подбери слова-признаки к трелям соловья и голосу Бибигуль. Слова-признаки: прекрасные, чистые, замечательные, соловьиные, красивый, чудесный. Упражнение 2. Переведи на русский язык. Берілген өлеңді оқып, мағынасын орысшаға аудар дейді. На русском примерно будет так. Мама, ты мой вечный друг. Ты одна единственная и неповторимая. Гордость моя, любовь моя. О чем говорится в песне? В песне говорится о любви к матери. Какие слова особо тебя тронули? Понравились все строки. Упражнение 3. Вспомни. Цветы, подарок, картина, мама, книга, улыбки, радость, праздники. Расположи слова в алфавитном порядке. Осы берілген сөздерді алфавиттің ретімен жаз. На какой вопрос они отвечают? Қандай сұраққа жауап береді? Укажи число единственное или множественное. Берілген зат есімдер көпше түрі ме, әлде жекеше түрі ме, соны анықта. Переделай эти слова-предметы в слова-признаки. В алфавитном порядке: картина, книга, мама, подарок, праздник, радость, улыбки, цветы. Эти слова отвечают на вопрос «что?». Среди них есть слово «мама», отвечает на вопрос «кто?». В единственном числе слова картина, книга, мама, подарок, праздник, радость. Во множественном числе улыбки, цветы. Слова-предметы в слова-признаки. Подарок – подарочный, картина – картинный, мама – мамина, праздник – праздничный, радость – радостный, улыбка – улыбчивый, цветы – цветочный. Упражнение 4. Выучи. Жаттап ал. Мама, мама,
В этом слове солнца свет. Мама, мама, лучше слова в мире нет. Мама, мама, льется песенка ручьем. Мама, мама, это мы о ней поем. Посмотри вместе со взрослыми фильм режиссера Рустема Абдрашева «Небо моего детства». Какую роль сыграла Бибигуль Тулегенова в этом фильме? Тақпақты жаттап ал. «Небо моего детства» деген киноны көр. Упражнение 5. Составь предложение. Замени картинки словами. Суреттерді сөзбен ауыстырып отырып, сөйлемдерді жазып шық. Сегодня 8 марта. Аслан и Гуля решили приготовить маме подарок. Они решили испечь торт. Просеяли муку, взбили яйца, добавили сметану, разрыхлитель теста. Засыпали орехи. Все тщательно смешали. Полученное тесто выложили в форму, поставили в духовку. Через 60 минут бисквит был готов. Аслан сделал цветы из разноцветных взбитых сливок, а Гуля написала 8 марта. Получился красивый и вкусный торт. Мама была рада. Упражнение 6. Напиши поздравление. Составь текст поздравления маме, бабушке или сестре. Запиши. Құттықтау құрастыр. Анаңа, әжеңе или әпкеңе. Начни с обращения. Дорогая, милая, любимая. Поздравляю, искренне желаю, пусть сбудутся. Осы сөздерді пайдаланасыңдар. Милая мама, поздравляю с женским днем 8 марта. Искренне желаю крепкого здоровья, семейного благополучия. Пусть сбудутся все мечты и пожелания. С поздравлением, ваша дочь Алия. Или, например, бабушке. Дорогая бабушка, поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Желаю вам крепкого здоровья. Пусть вас радуют ваши внуки. С поздравлением, ваш внук Арман.